4 месяца прошло с того дня, когда глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров утвердил единую концепцию духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. За это время Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями, администрацией главы и правительства Чеченской Республики совместно с министерствами и ведомствами отработан механизм совместной реализации целых направлений воспитательной работы. Первым и успешным проектом оказалась совместная работа администраций муниципальных районов, министерств и ведомств по формированию негативного отношения к идеологии экстремизма, благодаря чему в повседневную профилактическую работу были привнесены такие важные инструменты, как просветительская работа в социальных сетях и использование кинолекторий. По решению Совета по реализации единой концепции вторым проектом был объявлен месячник по активизации работы по профилактике употребления психоактивных веществ и популяризации здорового образа жизни. Данное решение было не случайным, ведь по данным статистики в Чеченской Республике зарегистрировано 2500 наркоманов и 5500 человек, употребляющих психоактивные вещества и алкоголь, а также свыше 2000 стоящих на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД. Это число людей, которых выявила статистика, а чтобы представить цифру о реальной катастрофе, как говорят специалисты, нужно эти цифры умножить на 5. За период реализации данного проекта в республике проходили спортивно-массовые мероприятия, турниры и спартакиады, семинары и кинолектории. На страницах районных, республиканских и интернет-изданий появились публикации, посвященные проблеме наркомании и алкоголизма. Однако акцент, как и предполагает единая концепция, был сделан на формировании группы специалистов, способных проводить воспитательную работу с использованием современных технологий работы с молодежью. Как показывает мировая практика, самым эффективным и привлекательным методом воспитательной работы с точки зрения самой молодежи являются тренинги. ويشاهد شلوك أخيوش أخي ليش لوا إبوالخا عامة بنا نمستعري أونشكا كبير خواشة وإبوالخ إيش بيشكلشة إزمالا إنترسنا فرماتا إزدستوبني هنزلي أستنا هنزلي ملاديوجنا تصعب عاخي أنا ليكسر أن إبوالخا إزمالا كوار بيشة ونزولو وسنديرة وي وسمنتي هنزلي زادنا تيما شو نبجاش ميسي شكل خوشيو. Такой выбор молодежи объясняется интерактивностью данного метода, а также тем, что подача информации происходит в непринужденном игровом формате. В целях обучения специалистов на местах Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями, администрацией главы и правительства Чеченской Республики совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Чеченской Республике, Центром молодежных и детских общественных объединений «Перспектива» и Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД были внедрены формы обучающих тренингов. И в связи с этим был реализован проект «Знай, чтобы жить». В рамках данного проекта проходили тренинги как для узкого круга специалистов в Грозном, так и для сельских имамов, педагогов по воспитательной работе и волонтеров в районах республики. Конечной целью данного проекта является формирование группы из 112 специалистов, тренеров по профилактике наркомании для работы в городах и селах республики, которые научат столько же специалистов. Если более подробно рассмотреть процесс обучающего тренинга, то он состоит из свода правил, то есть знакомства в группе, принятие правил работы, оценка уровня информированности и о проблеме наркомании и алкоголизма и так далее. Упражнения игры в ходе тренинга должны носить дискуссионный подтекст, не навязывать подросткам однозначных выводов и решений, позволять в ходе групповой работы свободно выражать свои мнения. Цель тренинга – обозначить проблемы, связанные с наркоманией и предупреждение первого употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Информационные блоки тренинга подразумевают 3 аспекта, такие как правовые аспекты наркомании, медицинские аспекты, духовные. Тренинг завершается обратной связью для изучения эффективности работы тренеров. اسما واخش تون دون اكوت دي تدويش ويتون تيش ميدان ويك اور تون تيش سما باقن از وين تقدر زينه اتباري ويل اتاور مو يحجن توديش تلهم دوستين تون دادل ديشتك دعدل اتبارنا صورت دلاقيون دلاه ديلا دلوش شا اتبالان احتون ملج او ويل ايغان تو وقيتن بوتن اتاح
изму агор кета اتسو ازبلانت اعقا حويكش ازبيرستي بوخ بيشا يقح يجنيت تدار مراح. Завершение обучающих тренингов для участников образовательного проекта «Знай, чтобы жить» Департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с Центром молодежных и детских общественных объединений «Перспектива» проведет конкурс на выявление лучшего специалиста в области профилактики наркомании в молодежной среде для участников обучающих тренингов. Информацию о конкурсе вы можете узнать на сайте департамента deprel.ru.